Исәнмесез, biz bugün sizinle 13. derste geldik. 13 урок у нас сегодня. 13 число, да? Какое? Значит, мы уже преодолели очень многое. Осталось только 3 занятия, если не считать этого. Мы молодцы, мы много умеем, мы много знаем и уже даже можем с вами составить такой связанный рассказ. Я вас просила сделать дома домашнее задание. Вот подходили, пока мы не начинали, у многих получилось. Молодцы. А теперь хочу послушать очень быстренько ваши рассказы. Вы с теми глаголами, с временами, с местоимениями, вы все использовали, я очень рада. И я Флюрапа, üzerinizden hikayenizden okuyacağız. Сначала по-русски сказать, да, чтобы легче было понимать. Многие пермяки часто бывали в Казани. Столица Татарстана находится не очень далеко от Перми. Казань – современный красивый город, где много исторических памятников и музеев. Здесь много кафе, где можно попробовать очень вкусную татарскую еду, блюда и пироги, губатиё, эчпичмак и леш-чакчак. В Казани интересно побывать и взрослым, и детям. Детям очень нравится аквапарк. Көп пермялар Казанда еш булалар. Татарстан башкаласы Пермнан бик ерак түгел. Казан заманча матур шәһәр. Анда күп тарихи һәйкәлләр һәм музейлар бар. Манда күп кафелар бар. Анда бик тәмле татарча ризыклар һәм пироглар ашарга була. Гәбедия, эчпечмәк, әлеш, чәкчәк. Зур кешеләр, балаларга да Казанда кызык булачак. Балаларга аквапарк бик ошый. Шундай матур Казан турында язган Флюрапа, молодец. Хаталары, ошибок практически не было. Мы там исправили, может, не знаю, орфографическую ошибку, да, и то, что вы использовали неправильно какое-то местоимение, и все. Я кайда, где? Да. Нужно было анда. Анда. Когда мы по-русски говорим вот про Казань, Казань такой город, где можно, например, погулять. Лучше где уронана, кайда, анда, там, если перевод. Там можно погулять. Так лучше у нас звучит на татарском. Итак, Екатерина, сіз üzerinizden путешествие про море. Я не буду читать, вы поймете, у меня простые предложения совсем. Узган елда жилен, минем балалар билен, дингезге китеп бардем. Без Краснодар кренда, Морозов аулда, ял булдык. Yolda buldık. Bu Приморска Ахтарск şehrinin Irak töbü. Anda чиста Дингез hem büyük матур табиғат. Дұрыс. Море. Все знаем. Я не знал. Без Дингезде коендык hem kayışda жылымындык. Жылымдыk. Да, жылымдык. Анда Дингез терең түгел. Дұрыс. Не глубоко. Без күп дуслар белән таныштык. Кишен без тәмле шашлыкта кыздырдык. Bu yılda benim улыма yol бушка булашак. Можно как поэтому еще? Şunun üçün Bu yılda biz tagin Дингезге барысы килә. еще хотите съездить на море, мы все поняли, все хорошо. Безнең тагын диңгезгә барасы килә, да?
Молодец, Екатерина. Başta anlaşıldı, varsa da anlaşıldı değil mi? Elizabeth sizden şedevr tutar mısın? Yazman sizden de. Yazdım. Дайте сахарас. Вы сначала по-русски читаете, потому что Сначала по-русски нет. Философский Сначала трактат. по-татарски. философский трактат. Нет, для меня очень важно, чтобы вы поняли, что вот я могу донести до человека, да? А потом уже. Нет, давайте я Давайте расскажу, персонально потом я... Вот. Правильно, чтобы... Benim izdelikten bir kup hikayeler var. Bugün men sizga bir shunday интересный bir qiziqli hikoya söyleyeyim. Benim söyleyeyim bir qiziqli Bobay turunda, eskitkiç Bobay turunda buna kızganış karşı 2 yıldan elek uydu, 96 yaşında. Bir vakit men ondan uzak yaşağı sırrı var mı deyip soradım. Yılmayıp uyuyan kızının tarih söyley başladı. Onların böylesinde o 21 bala idi. Maydan yaz taşı vakitinde oldu. Onların avlunda, uğramında bir su gına buldu, bastı. Şuna onun annesi, Лодка как? Kıyme. Onun annesi kıyma bilen bir evden avlunun ikinci başına iltip koyganlar. Onun zor malayı uzatıp vargan. Bala topkaçtan onlar özlerinin üylerine koyup gittiler. Sunun ortasında onların kıymeleri evlendi. Onlar yana tuğan bala bilen bir suda kolkanlar. Borası da. Zor obası onu şu balanı suda kışka topkan. Beketken bu bala isen kolkan. Onların gövlesinden bu şarkılar, как правильно это событие-то? Bu ışrak. Да, bu ışrakını o hatlar ihtibar etmediler. Oş pişirgenler, muşan hazırlaganlar, ona şulay onun uzun günür başladı. Bu bobay bütün suğuşunu ötken. Suğuştan ранениyadan. Yoralar. Suğuştan yaralar oldu. O ağırlıkta bir koşanda zırlanmadı. Bir şunday buldu bobay. Şatkıneli. Bu toynak kişiydi şunday. Buna şunday bir kızıklı hikaye. Ben sizler söyledim. Hazır biz тыңлаушылардан, слушателей спросим, что вы поняли от рассказа Лизы? Значит, рассказ был про мужчину, который умер 2 года назад в возрасте 96 лет. Да, 96 лет. Он рассказал очень интересную историю. У него было много детей, по-моему, да? Он был 21-м ребенком в семье. Да, я много детей. Все правильно. 21-м ребенком в семье. Но если очень быстро, то конец будет такой, что он чуть не утонул, а потом жил долго, прошел все сражения, Да. вот, практически не болел или болел очень мало и не тяжело.
Такая интересная. Альмира, вы что-то можете добавить, что вот для себя вот Примерно то же самое. то же самое говорите, Ну, я да? просто коротко Да, перевела, да, потому да, что ну. очень интересный рассказ. Вот такой вот Да. мужчина жил в такой... Чуть не умер, а потом жил долго. У и них счастливо. еще перевернулась лодка, потому Да. что было время паводков. Да, я вот еще деревьев. не сказала, что вот олар, жуж, значит, очень как бы тяжело они добрались, как там сказать, там. До дома, когда они с одной деревня была такая, что вот Да. увезли там, где не было паводка, старший брат. А Когда мать была беременна, и, Да. видимо, она родила, а потом их стали перевозить, переплывать, Да. стали домой к себе, Да, там зур перевернулась ауылlıklar bilen onlar uzlarının yurtuna koyup жеткенler. И даже никто не обратил внимания на это, конечно же, сколько лет назад, это получается 96, если было где-то. И вот затопили баню, свалили суп и дальше продолжали жить. Да, жизнь Не то, что продолжалась, сейчас, да. Очень интересно, Елиза. Да, мы с вами согласны, что все вот так интересно. Это действительно, но это вчера Буса. Переводить сразу или сначала по-татарски? Или как хотели. По-татарски, а потом по-русски. Ну, я очень плохо. Музыка безмен тармышта. Дик зур олен алыппара. Музыка шунда, фермента, янгары. Музыка музыка. Заманчай янгары. Вик тис, яшнарчик, леки по. Море музыка. Яктар, Ақырында. Акрынрак була. Чинується, не. Зубишу картина, музика каличай іде. Кишлерне, бо матерлака утерде. Ваший кларнен музика се. Чичакей не назви. Він музика не. Вік п'ята. Музика уєн коларинка. Коларинка. Құралында. Вина уйнет бреднин, юка ойранодын. Что-то понятно? Про музыку, да. Что-то про музыку. Музыка занимает очень большое место в нашей жизни. Музыка звучит там и здесь. Современная музыка звучит по-молодежному, быстро, рэп, хип-хоп. Старинная музыка более медленная. В войну музыка была как сталь, поднимала людей на подвиг. А у влюбленных музыка как цветок, нежная, ласковая. Я очень музыку люблю. Вот только играть на музыкальных инструментах не научилась. Зря не научилась. Не умею, зря не научилась. Музыка құраллары, вот музыкальные инструменты, она хотела сказать, музыкальные инструменты. И то, что Альмира Пана смутила, старинная, вот слово старинное у нас борунго, она хотела сказать старинная музыка, и тут она столкнулась с таким словом борунго. И вот в музеях тоже борунго, а это для старинные вещи, старинные эти экземпляры. И ее смущает то, что борон – это нос, ни с чем не связано, борунго старинный. Вот все равно как. И еще у меня картошка. И еще она туда же и беренген беренген там и по-другому пишется, и это просто боронго, беренге, вот это надо уметь слушать, да. Эльмира, а я у вас видела предложение. Ну, я русскую версию знаю, пришла так и делать. Давайте, что начали? Хотя бы два предложения были. Tabii Kürtlerle dinozavralar yaşayan. Yaşagen. Hırvaklar kursette karasları il kışlar. Хорваты, ага. Көрсетті, қуайсылар.
güçlü. Они хотят показать, кто из них сильнее. Тәмле ашарға ярата. Вот вы все рассказали, как будто вы сами с ними, с динозаврами и жили. Что мы сделаем, чтобы это звучало в прошедшем времени? Ярата, а если яратканнар, да. Так как это вы все не видели, это исторический факт, помните, мы это прошедшее неопределенное время, у нас все есть. Булдыр Рахмет, я очень горжусь вами, вы все правильно сделали, связанный рассказ, все глаголы подобрали, столкнулись с новыми словами, но справились, все хорошо, молодцы. Афарин. Перейдем к новой теме, вот чтобы связать эти слова, чтобы, когда вы составляете рассказ, понимали, я хочу уделить внимание ваше на послесловие, предлоги. Они у нас так и называются. Они соответствуют послесловию по своей грамматической функции русским предлогам, но в отличие от них они ставятся не перед управляемым словом, а после него. Поэтому так и говорят про них послесловие. Другими словами, по-татарски говорят не для меня, например, если я хочу сказать для меня, я скажу минем üçün. Но дословный перевод будет меня для. Вот я напишу минем üçün. Для меня. Тут видите, это перевод этого, это перевод этого. Меняются местами. Меня для. Поэтому у нас после управляемого слова и называется послесловие. Самые известные, самые те послесловия, с которыми мы сталкиваемся, и они нам нужны будут при составлении предложений, рассказов, я составила для вас таблицу. Биринчisi, первое, билен. Мы уже сталкивались, да, с этим словом билен. С, как бы, с кем-то, с чем-то. Например, с праздником, как мы говорили. Байрам билен, с праздником. Также замечаем, да, что в русском слове мы с сначала пишем с праздником, а так байрам билен. А как мы скажем поздравляю с праздником? Байрам билен кутлыйм, правильно. Мин чай süt билен içen. Как мы переведем это? Чай с молоком. Я пью чай с молоком. Я пью чай с молоком. Дөрес, мин чай süt белән эчәм. Мин кинога алсу белән барам. Сможете перевести, Екатерина? Шла в кино с алсу. Я пошла в кино с алсу. Я пойду в кино с алсу. Все правильно. И еще передает творительный падеж. Чем? Горжусь, например. Они белән горурланам. Я горжусь своей мамой. Я пишу ручкой, с ручкой, да, вот как сказать, ручкой я пишу, ручка белен, деп айтабыз біз аны. Мин калям белен яздым, я писала карандашом. Я писала карандашом, если в русском слове нет этого предлога, но у нас калям белен, мин калям яздым. Это будет непонятно, поэтому калям белен яздым. Со словом белен у нас все понятно, да? Турында. Например, әни турында, о мамеда. Ул безгә куян турында әкият укыячак. Елиза, переведите нам, пожалуйста, это предложение. Ул безгә
Куян турында әкият укыячак. Она нам расскажет сказку про зайца. Правильно, рахмәт. Пушкин мәхәббәт турында язган. Эльвира. Пушкин писал про любовь, да, о любви, можно сказать, да. Мин бу турыда белмәдем, Альмира апа. Мин бу турында белмәдем. Я об этом не знала. Да, я об этом не знала. То же самое, да, про город, о городе, обо мне. Тут тоже у нас сложностей нет. Üşün. Третье. Посмотрите, пожалуйста. Üşün, они üşün. Вот когда Екатерина хотела сказать то, что дорога будет бесплатной из-за этого, как бы я сказала, шуном üşün, да, из-за этого шуном üşün. Тут за üşün. Bu kitap балалар үшін yazılған. Флюрапа. Эта книга написана для детей. Для детей. А теперь переведем с русского на татарский. Они сражались за родину. Екатерина, как мы скажем? Родина, ватан. Сражались. Сражались, güreştiler. Ну тут давайте. Будет май, вы это будете слышать. Переведем вместе. Они сражались за родину. Родина. Алар, ватан, üşün. Дурюсь. Пока я пишу, вы уже сформировали. Güreşti. Крышканья. Güreşkenler, да, можно сказать, потому что мы это не видели, слава Богу, да? Güreşkenler. Итак, ставим хватает за Екатерина. Алар, ватан, üşün, kırışkınlar. Дурюсь. Алар ватан үшін güreşkenler. Я сделаю это ради тебя. Элиза, опа, айдак за Екатерина. Я сделаю это ради тебя. Мин шуны. Сенен için işlerini. Да, можно так сказать, моно, можно сказать, шуны, можно сказать, синен үшін эшләрмен. Со словом үшін, вот, добавлю, из-за этого, когда мы столкнулись сегодня, шуном ищу. Тут тоже ищу. Если вы хотите, вот нам потом скажут другие студенты, которые сегодня не пришли, я болела, из-за этого не пришла на урок. Она же была из-за события. Да, шуном ищу тоже. Из-за себя тоже можно, да. Мы можем сказать, они могут так оправдаться. Я болела, из-за этого не пришел на занятия, да? Они могут сказать, мин ауырдым, шуның үшін келмедім, шул себепле келмедім. Будет то же самое. И когда вот составляли рассказ, шул себепле тоже можно также употреблять. Со словом «ищун» у нас тоже нет никаких проблем, да? Мы все знаем, мы умеем употреблять это слово. Самое главное – научиться употреблять. Кебек. Как? Альмирапа. Син құяш кебек елмаясың. Ты как солнце светишь. Да, елмаясың, улыбаешься. Да, ты? Еще раз скажите. Ты как солнце улыбаешься. Ты как солнце улыбаешься. Екатерина, минем опам әни кебек яғымлы. Напишите. Моя сестра. Да, А как? яғымлы.
Ласковая, да? Мы с вами сегодня это обсуждали, когда про музыку говорили. Ласковая. Эмикель. У нас было на зла. Но это не будет Нежно. ошибки. Нежные. Да. Прочитайте еще раз. Миним опам эмикель ягамула. Ласковая, как мама? Моя Да, сестра да. ласковая, как мама. Моя сестра ласковая, как мама, нежная, как мама. Все правильно. Вы уже улавливаете на слух даже. Молодцы. Опа сестра или? Опа, сестра, да. Не тетя. Ну вот, опа, вот я же старшему поколению тоже так же, кто от меня старше, тоже опа, плюральный раб. Это как обращение. Да. уважительное. Уважительное А обращение. если да. младшая сестра? В нашем случае сын Лен. Мы еще не разбирали с вами членов, да? Опа, это может быть родной сестрой Эльвира и тетя Кишига тоже мы говорим опа. Это те женщины, которые старше тебя. Все опа. Получается так. Или Если не Эви, уважительная, да? да, если Допустим, не даже не старше одного возраста, но уважительная она там. ну, Пост занимает какой-то там. ну, Директор. Не да. директор, но ну там же по возможно, возрасту, просто конечно. обращение к чужой женщине. Да, но не обязательно старше, может уважать. Нет, старше лучше, Только старше. старше. А когда вы только хотите уважение свое показать, ну, конечно, к директору мы будем обращаться по Нет, не отчеству. директор, но кого-то встретили, вы знаете, что это там какая-нибудь конференция, и человек уважаемый. Нельзя сказать это так? Нет, там лучше ханом. Ага. Если это замужняя женщина, например, флюря ханом вам могут обратиться в Казани, например. Если не знают ваше отчество, это вот уважительно к вам флюря ханом говорят. А если мы не знаем? А вот что Лейсен замужем Лейсен не замужем. К ней будут обращаться Лейсен Туташ. И тут вот так, Семель Кеш. Это сестренка. Это сестренка. Но если вот к вам будут обращаться Эльвира Семель, это как Флюра попытается объяснить, это тоже как с уважением к вам будут обращаться. Семель. Тоже вот сестренка. Ну, все равно хорошие слова. Если к вам обращаются хоть самим, хоть опа, это значит У нас вот много приезжих, например, из Средней Азии, и вот они говорят, не папа, а сестренка. да. Они любят. Да. А как обращение к мужчине тогда? Мужчине, если вы, ладно, я знала, правильно? Если вы тоже хотите, не знаете отчества, но, например, хотите обратиться тоже с уважением, то тогда ФМД. Это, наверное, в восточных фильмах, да, вы слышите, например, Марат ФМД. И сами Марат ФМД. Вот так это будет тоже уважение. к старшему, да, получается? Да, к старшему. Ну, да, к старшему. Старше. Марат А ФМД. так тогда, если к родственникам или старшие знакомые, то обы, да? Обы, да, это вот, если вы, как сказать, ФМД, вы правильно говорите, например, где-то на конференции, более в таких местах можно обращаться, а так обои, да, обои. Например, в деревне, да, Курши, а он старше вас, обои. То же самое, как Эльвира говорит, и дядя назначает, и брат родной, например, или так, обои.
брат или кеш. Также иним, например, Мурат, иним. Это младший. Или... Да, младший. То есть Эйнекеш и Энеп это будет все правильно, да? Да, это будет все правильно, если у вас есть брат, вы к нему будете обращаться иним, иним. Сначала и, а потом Эйнекеш. Да, можно сказать инмур, иним, салават, инекеш. Вы, например, хотите поздравления написать, если к ним. А если, например, поздравление будет к какому-то, как вы сказали, Сотмасты и Уши, директор Марат Афенди, или пригласить хотите кино Марат Афенди, Марат Афенди, кино Аша. Ну, это у нас отступление от темы, но это, мне кажется, очень полезная информация, потому что лично только к этим обращениям отдельные занятия невозможно уделить, а тут мы по пути все разобрали. И еще, если вы встретите слово «абзы», это вот то же самое «абы», но старинное, или грек. Вот когда Элиза Апа рассказала про дедушку, она могла сказать, например, если его звали, например, пусть будет Гарифулла, абзы, можно было сказать. Это вот, или киряк, вот, бабушки так больше обращаются сейчас к дедушке. Эби. Biz кайда тоқталдық? Где мы остановились? Кебек. Они кебек. Со словом кебек, как у нас нет, да? То же самое мы сравниваем кебек как. А следующее слово аркалы, оша. Юл оша через дорогу, например. Вот у нас через дорогу стоит памятник, да? Вот когда мы выходим из этого здания, через дорогу видим памятник героям фронта. Как мы скажем, через дорогу есть памятник? Юлаша. У нас есть слово, мы знаем слово памятник. Хайтер. Есть. Бар. Юлаша хайкель бар. Бар. Да, есть. Бар. Бар. Есть. Имеется. Ну, нет. То же самое мы уже можем составить даже из этих слов. Миним, абыем, бар. Миним, энекешем, юг. Да? Вот даже из этих слов мы можем составить такой. Юл оша хайкельба. Аркалы. Это почти то же самое, но вот юл аркалы хайкельба тоже не будет ошибкой. Через. А почему этот глагол похож на глагол идти? Пальцеса? Оша, что ли? Нет, бар. Во, правильно. Бар у нас есть. Переводится слово бар. Если да, есть еще такой глагол, даже у этого спрашивают, у Дмитрия Петрова спрашивает, я смотрела. Бара, идти. Барага. Вот похоже. А вот это слово бар, это получается не глагол, это просто как слово наличествование, да? Он не спрягается? Вы имеете в виду, когда бар означает есть? Да. Нет. Бар. Бар. Все. Есть, значит есть. А когда есть такой глагол барага,
Это уже глагол, да. Минбора, симбора. Помните мы? Вот так у нас. Юг. А если в прошедшем времени был памятник, допустим? До этого мы уже все проходили, да? Булда. Да. Булда будет? Да. Все понятно. Да, если взять что ну, если мы добавим бар и ды, тоже не будет ошибкой. Бар и ды. Это вот означает, что это было в прошлом. Бар и ды был. Также, как Лиза это булда, булга. Бар д больше, мне кажется, распространен. Бар. Там у нас стоит две яшки. А булда это для чая. Мне чая. кажется, булды как раз больше. Как ты послушаешься, булды Вот вот я булды. же Ага, Ага. ага. Бар д все время говорят. Бар. По-другому, наверное, говорят. Ну и то не будет ошибкой. Булды, булган, это все было, значит, да? Да. Но вот когда мы говорим юл оша, мы употребляем через дорогу. А если мы хотим сказать через неделю, вот это вот я для вас не написала, неделю, через месяц там, да? Неделя как переводится? От на. Тут уже мы не будем употреблять от на оша. Ну вот так мы не говорим, хотя мы можем понять, что это будет происходить через неделю. От на бир от нада, от бир от нада. Через неделю же это бир от на дан. Бырот на дансон нельзя? Да, можно добавить бир от на дансон. Мы с вами еще встретимся. Мы с вами встретимся через неделю, мы хотим сказать, да? Bir otna dansı uçraşırız. Bir otna ütkeş uçraşırız. Когда вот мы говорим про время, хотя в русском говорится через месяц, через неделю, но у нас больше ойдан соң, отнадан соң, йылдан соң. Или bir үткәш. Вот. И не именно bir. Ике йыл үткәш, ике отна үткәш, үч отна үткәш. Когда говорим про время, через у нас не употребляется. Вопросов нет, да? Все разобрали, что через у нас только когда через что-то проходить. Сайен. Сайен. Каждый. Каждый год. Ел сайен. Составьте мне, пожалуйста, предложение, что мы с вами встречаемся каждую неделю, каждое воскресенье. Ел сайын біз каждую неделю. Мы же с вами не елсайын слышались. От нас стоит. Вот мы слышались. Біз сіздің білән ұшырашабыз, біз сіздің білән отна сайын ұшырашабыз. Дұрыс. Біз сіздің білән отна сайын ұшырашабыз. А если бы Екатерина составит по другому предложению, мы каждое воскресенье встречаемся с вами. Как воскресенье? Якшамбе. Якшембе. Ел якшембе. Без зне блен. Ел якшамбе, а что вы хотите сказать еще? Без сизнин белян. Айне. Каждый. Нет.
Да, вечером. Siz ne böyle? Да. Встречаемся, я Ушра шабас. Hoşça Ушра. Все правильно. Вы sizin lekşende sayın uşra şabas. Эльвира мне сейчас переведет предложение. Булат күн сайын фитнес айыры. Да. Булат күн сайын. Да. Да, күн сайын. Каждый день. А теперь есть красиво. Да, Булат ходит на фитнес каждый день. Булат күн сайын фитнес айыры. И как вы заметили, существительные, употребляемые с перечисленными послесловиями, не имеют аффикса. Но если мы говорим про местоимение, например, мин, мы употребляем минем, синем, анам, безне. У нас есть эта таблица, да ведь? Например, мы хотим сказать «со мной». В русском языке тоже ведь мы не говорим «я». Когда «минем белям», да? А когда мы хотим сказать «о тебе», «о тебе», «синен турында», а если «анам үшін», «алар үшін», Для них. да, для них, для нее, да? Если мы хотим сказать, как ты, синенький, все это мы умеем использовать, да? Еще кого? Для меня Здесь не надо уже никаких. Нет, я хочу вам сказать то, что вот эти не ми, синь, он, а то, что мы употребляем вот какие местоимения. То есть, если я скажу «для меня» Для или «из-за меня», Да. я надо сказать «мине өшен» Да, мин еще, думают мин еще. или «обо мне» «мине турунда». Да. Только слово «алар» местоимение «алар» не меняется. «Алар» Вы первое это сказали из-за меня, да? Из-за меня. «Обо мне», «из-за меня». Вот. Ради, для меня я сказала. Для меня. Для меня. Алар значит не меняется. «алар» не меняется. «Алар» блядь. Например, мы идем на концерт с ним. Вы с «алар» блядь. У вас есть упражнения? Давайте, пожалуйста, упражняемся. Альмира, башта тотарша сраунукагас. Как вы это понимаете? И ответьте, пожалуйста, по-татарски. Да. С кем прям у террасы, Мгм. с кем сидишь. Да. Вот рядом с вами кто находится? Вы так и ответьте. Как ответить, да? Да, тотарша. Мин, леса, мин, лесан белән утырам. Дөрес, мин Лейсан белән утырам. Елизапа, нәрсә турында уйлыйсың? Следующий. Переведите, пожалуйста, О чем ты думаешь? Да. Мин эш турында уйлыйм. Молодцы. Дөрес, үч турында уйлар. Мин Что вы думаете? про работу она думает. Все мысли о работе. Ой, Да, уйлыйм
опять глаголы, молодцы. Третий вариант. Слушайте, Екатерина. Син, кон, саен, эшлисме. Ты работаешь каждый день? А, еще ответить надо. Да. Это мы у вас спрашиваем. Мин, кон, саен, эшлим. Дұрыс. Все правильно. Мен күн сайын эшлим. Флюра пора посложновато, очень хорошо. Она умеет все делать. Сенен достым, балык, кыбык, языны. Балык, кыбык это как рыба. Да. А сенен тебе достым забыл. Не тебе, но что твой Нет, друг. Ага. Твой друг как рыба, язык. Плавает, да, конечно. Твой друг плавает как рыба. Да. Давайте полным, мы можем сказать «ае» или «юг», но мы ответим полным предложением. Ае, менен достым, балык, кыбык, Yüzer, dürüst, язык. Мгм. А если нет, то юг. Менен достым, балык, кыбык, yüzme. Dürüst. Молодец. Шатно. İki türlü varyant cevap verdiniz. Elvira, следующий. Басен, нәрсе, бәлесін. Давайте поможем Эльвире. Не об этом, а именно о нем труда. О нем. Да, что ты о нем знаешь? А давайте скажем, что я много о нем знаю. Как мы скажем? Мен оның турында көп нәрсе білем. Ол бик эшчән кеше. Ай, а что? Элиза Пазалас ответила? А почему она турында куп нәрсе? Я много что про него знаю. А много что? Поняла. Да. Остается. Можно и без этого куп белям, тоже не будет ошибкой. Куп на белям. Ищан это значит какой? Работящий. Да, работящий. Про работу только думаю Сергей Лизаков. Завтра на работу. Альмира, продолжите, давайте закончим. Синен білем хазыр кем сөйлеші. Да, может вот кто-то общается по телефону, да, вы можете из этого Синен белян хазер кем сөйлеші в данный момент, да? С кем ты разговариваешь? Да. Сейчас кто с тобой разговаривает? Структура предложения так и остается. Минем белян, Альмира как? Менен білем хазыр сенлем сөйлеші. Сенелем Филёша. Или запои последнее. А почему, подождите, Минем остается? Я ведь разговариваю. Это Да. если со мной, то Минем. Минем Билем. А если я разговариваю? Ми, можете сказать. Но тут уже белян пропускаем. Мин Нет, хазер я- сенелем белян Филёша. Нет. С кем там сказали? С Сенелем. братом, да? Нет, с сестренкой. А, сестренка. Мин. Как бы со мной сестра разговаривает. Мин апа, можно сказать? Да. Мин апа Лен. Филёша. Совершенно. А если вы скажете, что минем белян опам Филёша, тоже не будет ошибки. То есть, Если вы получается, что хотите- сестра разговаривает со мной. Да. А тут я разговариваю с сестрой. Нет же? Нет, ну если вопрос, с кем ты сейчас разговариваешь, Да. отвечать, что надо, Мин ли? Да, ну со мной же разговаривает сестра. То есть можно и так, как Да. так. Если Нет, вы хотите нет, вот нет. так, А, ну, если вы я хотите поняла, так, поняла. чтобы это предложение и так вот быстро все ответить, тогда сумму срок. Син onun için cevap bilesin mi? Ты за него ответишь, да? Да.
И дальше как продолжим? Мин onun için жереб бирелми. Беременным не могу, да, вы сказали? Все хорошо, все правильно. Давайте последний раз у нас уже есть и закончим на этом. Летит как птица, как будет? Кыш-кыш-кыш. Кошка-быкуща. Долго думал о ней. Onun için uzak uyuyadım. Анын турында. Onun orada Эльвира прошел через площадь. Слово площадь мы знаем. Мы не знаем, прошел. Бара? Ну, вот, да. Площадь, подскажите тогда. Да, Майдан. Майдан, Аша, Бардым. Барды, да, барды. Ух ты. Прошел. Мы правильное время. Дали глагола, молодцы. Стараешься для меня, Альмира Пак. Тырышасың. Торшасан ашын менен. А правильно, если мы скажем, Ашын менен торшасан. менен үшін тырышасың. Вы сказали, что послесловие употребляется после, да? Менен ашын торшасан. Живут как родные туганнар, Екатерина. Живут Яшибис. Да. Яшибис. А тут живут яшиля, они, да, они живут. Еще раз. Они живут. Яшиля. Яшилар. Яшилар, Кебек, Туганар. Яшиля, туганнар, кебек после слоги. Яшилар, Туганар. Правильно, Флюрапа заметила, глагол идет. Ой, Господи, Туганар, Кебек, Яшилар. Все, дурюсь. Туганар, Кебек, Яшилар. С ним не разговаривает. Элизабет. Onun bilen söyleşmeyin. Дурюсь. Именно в данный момент с ним не разговаривает, поэтому сөйлешми, да? Купил для тебя, Эльвира. Купил, это сатып алдым, да, мы с вами? Senin eşyan satın aldım. Дурюсь. Рассказал об этом. И последний рассказал об этом Флюрапа. O tarımda, men o tarımda Söyledim. söyledim. Давайте на этом закончим. Söyledim, это сказал, да? Рассказал, söyledim, да. Давайте на этом мы с вами закончим, потому что уже время. Вот вы оказались хитрыми, прямо сразу написали перевод, а вот с последними, которых мы с вами не разобрали, с последними, поет как он, плавает как рыба, через ваш слух звонит каждый день, составьте, пожалуйста, предложение на татарском языке, домашнее задание. Спасибо всем за внимание. Мы с вами сегодня очень хорошо поработали. Я очень довольна вами. Sizni kilesi yakşamda kütüp kalan. Rahmet.